В эфире новости на Кырмыскалы ТВ, в студии Альфия Шарафеева. Здравствуйте. О главных событиях района смотрите в наших выпусках. Состоялось очередное заседание Совета муниципального района, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся проекта бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Участники заседания были проинформированы о проведении публичных слушаний по проекту бюджета. Также решением Совета муниципального района были присвоены звания «Почетный гражданин Кырмыскалинского района» Сафину Ирику Бареевичу и Хусаиновой Анисе Рауфовне. На днях в администрации района состоялось вручение дипломов тем, кто прошел обучение по программе профессиональной переподготовки Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан. В рамках соглашения о сотрудничестве в области дополнительного профессионального образования, научной и инновационной деятельности между Баксу и Кырмыскалинским районом более 50 человек прошли обучение по программе профессиональной переподготовки государственной и муниципальной управления. Форма обучения очно-дистанционная – 504 часа. С группой занимаются доценты кафедры дополнительного профессионального образования Баксу Марат Ильич Халиков, Светлана Геннадьевна Заборовская и Эльвир Ильфатович Исхаков. В ходе учебы слушатели осваивают такие дисциплины, как культура письменной речи и правила оформления служебных документов, документационное обеспечение государственного управления, система государственного управления, система муниципального управления, основы правовых знаний, государственной политики в области противодействия коррупции и другие дисциплины. На прошлой неделе жители нашей страны отметили самый добрый, нежный и любимый праздник – День матери. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли во всех сельских поселениях нашего района. Накануне праздника большое торжество состоялось в районном дворце культуры. Самодельные куклы, украшения, косметика и даже поделки из воска. Чего только не было в этот день на выставке, организованной на втором этаже районного дворца культуры. Эти женщины лишний раз доказали, что в нашем районе живут талантливые и активные представительницы прекрасной половины человечества. Словно ожившие сказочные персонажи никого не оставили равнодушными куклы, сделанные Римой Саидкуловой из села Прибельски. Как призналась женщина, изготовлением подобных поделок она занимается около 3 лет. Ни одна кукла не похожа на другую. У каждой свой характер, свой образ. В основном это сказочные герои. Неудивительно, ведь Рима Расуловна более 30 лет работает воспитателем в детском саду «Сказка». Кому, как не ей, близкие и знакомые сказочные персонажи. Вначале для того, чтобы передать нашей кукле настроение, придумываем, и только потом начинаем мастер-класс. Начинается все время только с переносицы. Перетягиваем ниточку туда, слева направо, потом затягиваем. Вот так затягиваем. Это получается только переносица. Уже с первоначальной точки перекидываем, примерно так смотрим, что получится, какое лицо получится, и перетягиваем на левую сторону. И должно у нас получиться вот такая заготовочка. Самое важное – это сделать надо лицо и настроение нашей куклы. И смотрим, какое настроение у нашей куклы, и к нему будем подбирать одежду. Одежду я тоже шью сама. А вот самой юной участницей выставки оказалась Назгуль Каримова из деревни Лукулева. Несмотря на то, что девочка учится в 7 классе, у нее уже есть любимое хобби. Оригинальные свечи, сделанные из натурального воска, заинтересовали всех участников выставки. По словам девочки, данному мастерству ее научили родители, так как отец занимается пчеловодством, а мама поделилась секретами лепки из пчелиного воска. Таким образом, увлечение стало семейным. У моего папы есть своя пасека, он пчеловод, и мы делаем из этого воска свечи. У него остается воск от сот, из которых получается мед. Мы делаем свечи. Вначале я не знала, что можно делать из воска свечи, я просто делала разные фигурки, пробовала. Потом поняла, что можно делать свечи. Мы заливали формочки, у нас очень красиво получалось, и мы поняли, что это будет нашим хобби. Больше всего мне нравится делать елочки, потому что у них это как бы тема про Новый год. Мне нравится их вырезать, раскрашивать, это очень интересное дело. Мы фитиль поставили, прикрепили к нашей вощине и начинаем катать. Когда мы катаем, поэтому называются свечи катанные, потому что мы их катаем, поэтому они называются катанные. Эти свечки можно, их так закрепляем и катаем.
плетаем. Они очень красивые, когда их поставить на стол, они украшают наш стол. Потом крепляем. Делаем вот так. Свечка стоит. Стоит. Отрадно, что здесь же разместились площадки красоты, в ходе которых любая желающая могла пройти косметические процедуры, а также можно было заказать портретный шарж. Конечно же, главными участниками выставки стали виновницы торжества «Мамы района». Было отрадно видеть среди присутствующих и многодетных матерей, удостоенных медали «Материнская слава». Алсу Файрузова из села Шаймуратова воспитала 5 детей. Сейчас Нина радуется 2 внукам. Женщина с благодарностью отмечает, что сегодня государство идет навстречу многодетным семьям и дает ощутимую поддержку. Счастье в улыбке ребенка. Воспитала 5 детей, 3 сыновей и 2 дочки. Живем очень хорошо. В прошлом году администрация нам дала субсидии на строительство. Построили очень огромный такой красивый дом. Большое спасибо администрации. Действительно, в нашем районе оказывается всесторонняя поддержка многодетным матерям, молодым семьям, направленная на улучшение социального самочувствия семьи, матери, детей. Большую помощь оказывают и первичные организации женсовета района. Все прекрасно знают, что последнее воскресенье ноября – это самый прекрасный, самый светлый праздник – День матери. И, конечно, естественно, в нашем районе этот праздник мы тоже ежегодно отмечаем, собираем всех наших женщин. И вот видите, что у нас организована выставка, будет также праздничный концерт, посвященный Дню матери. Что хочется сказать, в этот день самый светлый, самый трогательный день женщин всего района. Я поздравляю с таким прекрасным праздником. Желаю им самое главное здоровья. Здоровья им, ихним близким, детям. Хочется сказать, чтобы ихние дети только радовали. И вообще хочу всех женщин поблагодарить, особенно женские советы, которые работают у нас при сельских поселениях. Им особая благодарность за их активную жизнь, за активную позицию. Они во всем участвуют, везде. И вот видите, столько талантов открывается, столько умелых женщин у нас, сколько они, и столько не только же, хочется сказать, столько молодых находим мы сейчас таких талантливых женщин. В торжественной обстановке присутствующих в зале матерей поздравил глава администрации муниципального района Альфир Сабиров. В частности, он отметил неоценимую роль женщины-матери в нашем обществе. Ведь именно от матери зависит будущее нашей страны, республики, района, будущее каждой семьи. Ваши добрые руки, чуткое сердце, мудрое слово и материнская любовь – вечные ценности для каждого из нас. Со своей стороны мы стараемся сделать все, чтобы поддержать ваш нелегкий труд с помощью мер социальной защиты, которые в последние годы значительно расширились. Мы создали инфраструктуру для реализации семейной политики. У нас действует эффективная адресная система мер поддержки материнства и детства. Семьям с детьми выплачиваются 15 видов пособий и субсидий. Ежегодно на эти цели из разных уровней бюджета мы расходуем более 60 миллионов рублей. В знак особого уважения и нашего теплого отношения к трудам многодетных мам, в прошлом году в Кармаскалинском районе была учреждена награда «Диплом признательности главы администрации» с единовременным денежным поощрением в 50 тысяч рублей. Дипломы уже вручены 3 многодетным семьям. Приятным моментом стало вручение сертификатов, дипломов и почетных грамот виновникам торжества. Праздник продолжили мастера сцены, которые посвятили матерям района свои лучшие номера, а зрители получили массу положительных эмоций и заряд прекрасного настроения. В районе продолжается работа по реализации программы поддержки местных инициатив, которые действуют в нашем районе уже 3-й год. В эти дни в разных населенных пунктах сельских поселений проходят сходы граждан, где поднимаются наболевшие проблемы и пути их решения. На прошлой неделе состоялась встреча с жителями сельских поселений Подлубовский и Адзитаровский сельсоветы. Подробнее в сюжете Елены Ткачевой. В Адзитаровском сельском поселении жители вновь собрались, чтобы принять участие в программе поддержки местных инициатив. Ведь для них в своем селе есть нерешенные вопросы, которые можно сделать с помощью данной программы. На собрании выдвигали предложения, которые важны для поселения, а затем голосовали, какую проблему решать в рамках проекта в 2019 году. Ведь территория очень большая, сюда входит 11 деревень, поэтому проблема о пожарной безопасности жителей стояла на первом месте. Собрания проходили очень оживленно.
удивленно. Жители предлагали, что можно решить с помощью данной программы. В итоге была выбрана одна проблема. Избранная инициативная группа, которая должна работать с населением по сбору средств, поиску спонсоров и осуществлять контроль за выполнением работ. Также было решено, каким образом проводить сбор с населения, со двора или с жителя. Сегодня у нас прошло собрание по поддержке местных инициатив. Было очень много вопросов затронуто на этом собрании, но люди решили приобрести пожарную бочку. Так как у нас в сельском поселении всего одна пожарная машина, она не очень-то большая, поэтому это самая такая злободневная проблема, и вот люди поддержали. Эта программа дает возможность каждому его участнику осознать себя гражданином своего государства, своего сельского поселения, от которого зависит очень многое. Благодаря таким программам народ начинает осознавать свое значение и активнее подключаться к решению проблем своего населенного пункта. Сельские поселения снова решают свои вопросы благодаря программе поддержки местных инициатив. Вот и в Бекетовском доме культуры яблоку негде упасть. Ведь насущные проблемы своего села, деревни всегда легче решать совместно с органами местного самоуправления. Собравшихся жителей ознакомились с условиями данной программы заместитель главы администрации по финансовым вопросам Ильфат Хамитов и секретарь Совета муниципального района Айрат Саидгалин. Глава сельского поселения Подлубовский сельский совет Григорий Якимов ознакомил с проблемами, которые необходимо решать в первую очередь. Ведь повышение качества жизни муниципального образования зависит от активности самих жителей. Именно население решает, какой проект оно будет реализовывать и какие усилия оно готово для этого затратить. Жители сразу активно включились и озвучивали свои предложения, спрашивали, если что было неясно. То есть приоритеты решения острых проблем выстраивались исключительно населением. После обсуждения предложений было принято решение по благоустройству памятника воинам Великой Отечественной войны и прилегающей территории. Проект программы поддержки местных инициатив позволяет выявлять и решать наиболее острые проблемы, с которыми успешно справляются жители Подлубовского сельского поселения. Программа поддержки местных инициатив стала или становится очень популярной среди населения, и мы этой программой фактически пользуемся. Мы участвовали в 3 проектах: 16, 17, 18 год. Выигрывали все 3 проекта и решили принять участие в проекте 2019 года. Программа, во-первых, она дает нам что-то осязательное в виде миллиона от правительства республики в виде субсидий. Кроме этого, мы аккумулируем собственные средства на территории, средства спонсоров, средства населения и решаем другую задачу – вовлечение людей в активность управления своей территорией. Прощай, аналог. С 2019 года республика переходит на цифровое телевещание. Теперь каждый житель может смотреть цифровое эфирное телевидение бесплатно. Подробнее в сюжете Елены Ткачевой. Вещание цифрового эфирного телевидения началось со станции Икталан в Кармаскалинском районе в 2016 году. Трансляция была запущена в тестовом режиме. Теперь жители могут смотреть 20 бесплатных каналов хорошего качества и без помех. Семья Уразбахтиных из деревни Икталан сразу воспользовалась этой услугой, ведь федеральные каналы можно смотреть бесплатно и отличного качества. Уже с 1 января 2019 года во всех регионах страны аналоговое вещание должно исчезнуть. Ловить федеральные каналы без дополнительного оборудования могут новые телевизоры, сделанные после 2013 года. К остальным надо покупать приставки. Для зрителей все просто. У цифрового телевидения лучшее качество и изображение. Мы смотрим уже более года цифровое телевидение. Четко показывает, хорошо. Раньше по тем каналам, не так было. Сейчас все видно, все хорошо, цветной. У нас телевизор этот современный, не надо ничего покупать сейчас. Этот все сам настраиваешь просто и показывает все вот эти 20 каналов. Продолжается подписка на районные газеты Кармаскалинская новь, Узень и Дайыра. Подписчики районных газет имеют возможность выиграть памятные призы. Для этого достаточно оформить годовую подписку на районные издания Кармаскалинская новь, Узень, Дайыра, отправить копии квитанции в адрес редакции и принять участие в розыгрыше призов. Главные призы – телевизор и спортивный велосипед. Совсем скоро приедут 2 велосипеда. Мы их тоже разыграем в формате конкурса «Приз каждую неделю». Для того, чтобы победить и забрать наш главный приз телевизор, нужно подписаться, оформить квитанцию на
1 год, подписаться на год. Остальные призы мы вручаем тем, кто подписался на полгода. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан напоминает, что в отношении граждан, которые своевременно не производят оплату за жилищно-коммунальные услуги, суд может вынести решение о принудительном взыскании образовавшейся задолженности. Судебный пристав по судебному решению может списать денежные средства со счетов в кредитных учреждениях, обратить взыскание на доходы, пенсию, зарплату, арестовать имущество, ограничить неплательщика в праве выезда за пределы Российской Федерации, вскрыть для производства ареста жилое помещение. За неисполнение требований судебного пристава предусмотрена административная ответственность. На исполнении в Кармаскалинском отделении судебных приставов за истекший период 2018 года находилось 681 исполнительное производство, а взыскание жилищно-коммунальных услуг на сумму 12 миллионов рублей. Взыскано жилищно-коммунальных услуг на сумму более 1 миллиона рублей. За указанный период судебными приставами, исполнителями веренного отдела в рамках исполнительных производств о взыскании жилищно-коммунальных услуг наложено 18 арестов на сумму 768 тысяч рублей. Имущественные, транспортные и земельные налоги – фундамент системы налогообложения. В календаре уплаты есть свои красные даты и знаменательные дни. Одна из таких дат неумолимо приближается с каждым днем. До 1 декабря 2018 года все россияне, у которых есть собственность, должны заплатить установленные законами сборы. И на этом все. Такими были итоги уходящей недели. С обзором новостей вас ознакомила Альфия Шарафеева. Увидимся на Кырмыскалы ТВ.